Скарлатина – острое бактериальное заболевание. Чаще всего она встречается у детей от 2 до 16 лет. Инфекция передается в основном воздушно-капельным путем, но заразиться можно через одежду, продукты питания, грязные руки. Резкий подъем температуры до 40 градусов, головная боль, ангина и мелкоточечная сыпь – основные симптомы скарлатины. Люди должны быть все бдительные. И контагиозность во время эпидсезона, вот именно с 1 марта по 31, то есть вот эти меньше посещать вот места скопления людей, да, меньше, вот как любят, да, эти корпоративы, все это очень хорошо, но для детей это очень плохо. Ситуация с заболеванием скарлатины в районе под контролем. Всего зафиксировано 9 случаев. Повода для паники нет. Детские сады и школы работают в штатном режиме. Ситуация, она не такая кричащая, и нет такого ничего, чтобы мы могли сказать, что вот, вы знаете, что у нас идет эпидемия. Да нету такого. С 1 октября, начиная, да, прошлого года, по 31 марта текущего года, вот, вернее, следующего года, мы мониторим инфекционную заболеваемость. Я уже как говорила, что инфекционная заболеваемость нам передают все лечебные учреждения. Ежедневно до 11 часов у нас идет передача. Все детские сады, все сельские амбулатории, в школу, заявка и сколько человек пришло. Это мы на пункте, это так положено в эпидемиологии, это идет такой анализ. Специальной вакцины от скарлатины нет. Это неуправляемая инфекция. После заболевания скарлатина оставляет осложнения. Это ангина, а также поражение мышечной ткани. Болезнь дает о себе знать уже через 2 дня после заражения. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Нужно сразу обращаться к педиатру. Если говорить о управляемой инфекции у нас это считается те, которые при вакцинации идет по календарю. У нас практически их нет в этом году. Вот. И поэтому кори у нас уже давно не было, с 2005 года не было. Вот. И коклюш у нас был в прошлом году, это просто был подъем заболеваемости, никакие не вспышки. Вспышка и подъем заболеваемости – это разные вещи. Скарлатина – болезнь неприятная, но при правильном лечении она быстро отступает. Не рискуйте здоровьем ребенка и при первых симптомах обращайтесь к врачу. Дамир Акышпа, Энвер Арджения, Адам Арджения, Абхазское телевидение.